История, язык, культура, менталитет. Мнения экспертов, деятелей и заинтересованных граждан о том, что такое быть белорусом. Идентичность. Исходя из опыта, куда белорусы ездят чаще всего отдыхать, какие у них предпочтения и какие наименее популярные маршруты, скажем так, которые для любителей? Наблюдая за становлением выездного рынка белорусского, экскурсионного, пляжного, с начала 90-х годов и по сегодняшний день, можно констатировать, что зарубежные направления, основные массового отдыха белорусов, они за последние 2 десятилетия вряд ли поменялись. Чтобы эти слова не были голословными заявлениями, давайте посмотрим программу чартерных рейсов из Минска на пляжные направления в летний период. Программа начинается, как правило, с апреля турецкими рейсами и турецкими же заканчивается в конце октября. И мы увидим, что Турция по-прежнему стоит в топах номер 1. Почему Турция? Потому что турецкое побережье достаточно большое, оно предлагает большой выбор как климатических, природных условий, пляжных условий, потому что Эгейское побережье здорово отличается, допустим, от Средиземноморского побережья. Так, Бодрум очень сильно отличается от Алании или Белек от Мармариса. Помимо этого, Турция, как пионер, открывший систему «Все включено», по-прежнему предлагает, наверное, оптимальный вариант семейного отдыха, когда весь сервис включен, так называемый клубный отдых, когда у тебя все под рукой, и заплатив за путевку, ты больше не тратишь. Белорусы вообще, по моему убеждению, не совсем та нация, которая много оставляет за пределами пакета во время отдыха. На познавательный отдых, на экскурсионный, да, а вот траты на гулянки и даже и на шопинг не так велики, как у наших, допустим, соседей из России. Но это обусловлено финансовыми возможностями. Поэтому этот первый топ 3-5 стран, которые лидируют в выездном отдыхе белорусов, он мало изменился. Это Турция, это Болгария, это Испания, это, безусловно, Кипр, это, безусловно, Египет. Египет можно поднять, наверное, так, в этих строчках. Да, присоединяются какие-то новые страны, которые закрываются в силу каких-то причин внешнеполитических, например, как Тунис закрылся. Тунис сейчас опять уже несколько лет как открылся, но мы не можем сказать, что это супер популярное направление, хотя и очень привлекательные и дешевые цены. Что касается новых открытий, новых направлений, да, они появляются, зарубежные направления, и есть очень удачные дебюты. Таким удачным дебютом можно, безусловно, отнести Албанию, которая появилась в последних, наверное, 3-4 года появилась Албания, появилась чартерная программа в Албанию из Минска. И весьма удачный дебют, потому что, насколько я могу следить и видеть, проблем с закрытием мест во время чартерной программы у компаний, которые держат блоки не существует. За счет чего? Во-первых, цена. Безусловно, всегда диктуется ценой направления. Очень привлекательная цена. На цену накладывается минус еще пока слабо развитая инфраструктура и набор сервисных услуг, которые предлагает эта страна, потому что страна еще не так давно стала на путь промышленного туризма, масштабного туризма. И недаром те, кто приезжает, говорят, все хорошо, но вокруг стройка. Это минус. А другие плюсы, помимо цены, это великолепное море и климат, это Адриатика и Ионическое море, которые разительно отличаются от того же Черного, например, и бассейны Средиземного моря относятся к наиболее таким привлекательным регионам. Красивая природа, радушие, приеме гостей желанных для албанцев, потому что они большие ставки на эту отрасль делают. И дешевые цены внутри страны. Пока еще все, так сказать, доступно, общепит, прочие услуги. Вот удачный дебют. Из уходов, если говорить об уходах какого-то важного, очень важного для белорусов направления, то, конечно, в свете внешнеполитических событий последнего 5-6-летия это уход Крыма. После того, как Крым стал российским, массовый туризм из Беларуси прекратился. Еще в начале нулевых годов все исследования показывали, что наибольшее количество пересечений границы в, прежде всего, сезонный курортный период идет на Украину. Это Крым, безусловно, в первую очередь. Это, во вторую очередь, Азовское море. И в третью очередь курорты Одесской и Николаевской области, Украины. И это был, если говорить поштучно о головах, то это самый массовый выездной туризм белорусов. Почему? Потому что самый доступный, самый бюджетный, во многих случаях не требует обращения в туристическую компанию, многие ездили самостоятельно, легкий способ доставки добраться на своей машине, безвизовый режим с Украины. Операторская работа развита абсолютно была во всех областях. Почему? Потому что здесь не требуется больших технологий для того, чтобы поехать в Крым, договориться с хозяином пансионата какого-то
том, что ты будешь его грузить, и найти автобус. Операторских сложностей никаких нет. Все денежные движения тоже довольно примитивные, поэтому все области активно работали. Это, безусловно, если говорить о выезде, это было направление номер один. После того, как дорога из Белоруссии была обрезана прямая в Крым, летать самолетом, во-первых, это дорого через Москву. Белорусы все-таки так и не выбрали этот путь. Прямых рейсов нет из Минска, ни ЖД, ни авиа. Белорусы так этот путь не выбрали. Автобусом далеко. Да и Крым, став российским, поменялся в плане ценовой политики, получив гарантированные загрузки от российских больших корпораций, профсоюзов, российского севера. Изменилась и ценовая политика в Крыму. Она белорусам не так интересна. Сегодня это направление как массовое утеряно, можем об этом говорить, ушло. Но свято место, что называется, пусто не бывает. Белорусы, пусть не в таком масштабе, но Украина все равно осталась. И если мы говорим о наземных способах доставки, то здесь уже последние несколько лет, безусловно, лидируют курорты Одесской и Николаевской области, Коблево, Затока и т.д. и т.п., так известные на Беларуси на слуху, которые с юга Беларуси, допустим, в Гомельской области чудовищно популярны, потому что там популярная поездка на уикенд, близкое расстояние, удобство добраться на автомобиле, туда в Одессу проложен автобан хороший, легко добираться. Поэтому трансформация произошла вот такая. Там, наверное, еще сложности в плане административных процедур, да, стало сложнее получить, потому что надо и разрешение получить, например, украинское, чтобы въехать в Крым. Ну, это сейчас не рассматривается, да. Более того, не секрет, мы, люди, работающие в туризме, знаем, и не нужно обманывать потребителей, что все-таки угрозы о том, что иностранцы, посетившие Крым, не россияне, иностранцы имеется в виду, украинцы об этом, украинский вид предупреждал, посетившие Крым не будут впускаться в Украину. Это, к сожалению, не слухи. Есть конкретные случаи, когда люди, отдохнувшие в крымских санаториях уже после присоединения Крыма в России, потом при попытке поехать зимой покататься на лыжах в Буковель, весьма, кстати, популярный у белорусов, потому что это самое экономичное из качественных горнолыжных направлений на сегодняшний день, недоступное для белорусов. Люди на границе получали отказ с вопросом: ну что, отдохнул в санатории? Возникает, естественно, логичный вопрос у клиента: откуда они об этом узнали? Понятно, что санатории не распространяют списки своих постояльцев. Но я предполагаю, что через данные авиакомпании. В авиакомпании уже фиксируются паспортные данные, кто на российских рейсах с белорусским паспортом летал в Крым. Или это хакерство, или слив информации, но тем не менее эти случаи конкретные, я знаю их не один. Вот это, конечно, подрывает желание побывать у тех, кто связан как-то с Украиной, кто имеет какой-то там бизнес, кто бывает там, хочет бывать, а хотят многие, потому что Одесской и Николаевской области, пожалуй, самое массовое, востребованное, доступное, интересное экскурсионное направление с наземной доставкой — это Львов. Зашкаливающее в дни праздников, каникул, просто зашкаливающее количество белорусских автобусов. Действительно, Львов достойная дестинация туристическая, и она очень доступна по цене белорусов и интересна по содержанию. В плане иностранцев, которые посещают Беларусь, вообще какие страны вы для себя открываете, какие регионы, наверное, более сложные в плане рисков миграционных? Как-то удается достичь баланса между возможностью большого притока из этих регионов и этими рисками? Сегодня для компаний, которые серьезно занимаются инкамингом, выездным туризмом, и для меня, безусловно, тоже, ситуация такова, что жизнь нас заставляет искать новые, в том числе нетрадиционные рынки. Я думаю, вряд ли для кого-то является секретом, что наибольшее количество иностранцев, в том числе трудно поддающихся учету, посетивших Беларусь, это россияне. Поскольку фиксирования на границе нет, мы можем брать данные отельные, данные размещения. Ясно, что эти цифры самые значимые. Но с точки зрения обращения в туристические компании, сегодня россиянам смысла нет обращаться. Россияне могут приобретать, они обращаются тогда, когда они приобретают экскурсионный тур, сборный или заказной тур какой-то недельный по Беларуси, так, специализированный. Для того, чтобы просто приехать в Беларусь, зачем обращаться в туристическую компанию? Есть букинг, границы нет, есть, в конце концов, возможность снять частное жилье. Мы, по сути, им не нужны. Мы сегодня в нашей компании, на россиян, мы видим, помимо санаторного лечения, конечно, мы еще этого коснемся дальше в разговоре, это сборные экскурсионные туры, которые мы продаем, когда туда все собираются, и мы понимаем, что в группе, конечно, из этих сборников, например, Несвиш или на Дудутки или на Хатыньков Гонславы, что большинство из них россияне, но они там с мира по нитке собрались и приехали. Они вот знают, где можно купить этот экскурсионный тур, и поехали. Но для того, чтобы ехать в Беларусь, мы им не нужны. Далее, я, безусловно, приветствую те значимые акты законодательные, государственные, которые сделаны в сторону открытия наших границ, открытия нашей страны. Я имею в виду,
безвизовый въезд для граждан около 80 стран, который распространился уже до месяца сейчас. Это безвизовые зоны, Гродненская, Брестская и объединенные сейчас, то есть возможность посещать и Брест, и Гродно безвизового. Трудно умалить значение этих законодательных актов для нашей страны, потому что это, во-первых, большая политическая демонстрация открытости нашей. Мы заявляем о своей гостеприимности, о своей открытости, подтверждаем это вот этими законодательными актами. Мы громко на весь мир заявляем о том, что мы не закрыты, что мы не Северная Корея. Вопреки каким-то, может быть, слухам, которые, наверное, существуют еще и на сегодняшний день. Это важно. Эта открытость подкупает, дает возможность большему количеству иностранцев приезжать в Беларусь, и это происходит. Происходит ли большее количество обращений в туристические компании из тех стран, которые получили возможность доступа? В большинстве случаев нет. Опять-таки по вышеперечисленным причинам. Люди в мире все больше и больше развивается туризм самостоятельно. Электронно человек бронирует сам себе билеты, сам себе гостиницу, сам себе гида. У нас есть целый сайт гидовский, когда не надо обращаться в турфирму. Каждый гид, у нас сегодня все гиды и пэшники, у каждого свой сайт, и гида можешь в любой стране сам себе заказать на том языке, на котором тебе нужно. Наше дело – это организованный туризм, сложные туры, это ивент-мероприятия и так далее. И, соответственно, наш рынок – это тот, кому трудно въехать в Беларусь. И с такими рынками трудно почему? По каким-то причинам. Не просто ведь так им не дают безвизового въезда, я приведу причину. Я назову такие страны. И туда должны идти высокопрофессиональные компании, чтобы исключить иммиграционные риски. Или рынки, которые в организованном туризме, которые заточены прежде всего на групповой организованный туризм. Это номер один такой рынок в мире – это Китай. Да, Беларусь объявила безвизовый въезд для китайцев. Это очень важно. Это заставило китайцев интересоваться. После объявления я вот бываю на выставках, работаю. Сегодня это въездное направление номер один для нашей компании Китай. Оно номер один, и оно по сложности номер один. Потому что с китайским рынком работать, наверное, это самый сложный рынок. Никто не опровергнет этого того, что я сказал, из профессионалов. Это самый сложный рынок. По каким причинам? По причинам того, что китайцы, как нация, имеющая в своей истории, насчитывающая свыше 3000 лет и сохранившая полностью свою национальную идентичность, она, естественно, не пускает чужие этносы, чужих людей в свою систему. Это большой уровень недоверия. Это известно в тех странах, которые больше продвинулись китайцы, куда бы они ни захотели, они хотят работать с китайцами, хотят работать со своими. Это вообще другой менталитет, это другие подходы к питанию, к организации тура. Очень много нюансов. Нюансов очень много, это один из сложнейших рынков. Но мы не можем быть в стороне, потому что в течение последнего, как минимум, 5-летия, это по выезду рынок номер один в мире. Путешествующих предыдущий год свыше 120 миллионов китайцев совершили путешествие. Эта цифра самая большая. Беларусь тоже хочет в этом участвовать. И безвизовый въезд очень много дал, заставил обратить внимание. Но это не означает, что китайцы сюда в Беларусь будут по безвизу приезжать индивидуально, чтобы посмотреть наши достопримечательности. Индивидуально сюда китайцы для осмотра достопримечательностей на сегодняшний день не приезжают. Это прежде всего организованный туризм. Или это делегации, различные отраслевые, которые по тем или иным причинам сюда приезжают по делу и что-то еще смотрят, их тоже нужно обслуживать. Это ивенты, ивенты. Китайцы любят проводить свои мероприятия. Там очень много крупных мирового масштаба компаний. И вот такой пример. Мы после 2-летней работы, это не голословное заявление, в Беларуси наша компания, мы приняли в мае этого года, с 10 по 25 мая, корпоративную конференцию сетевой компании OneMay. Это аналог Гербалайфа китайский. Он неизвестен в Европе. Европейское название Perfect. Он в Европе неизвестен, но в Юго-Восточной Азии безусловно. Номер один, а по рейтингам, которые в интернете публикуют, входит в 6 вот этих сетевых компаний. Mary Kay, Herbalife и так далее. Они провели у нас корпоративную конференцию на 2300 человек в течение этих 2 недель. Одновременно их не было 2300 человек. У нас не могут прилететь столько, мы не можем принять. Тем более они жили в 5-звездочных отелях только. Мы одновременно в 5-звездочных отелях 2300 человек принять не можем в Минске. Но с 10 по 25 мая прошло по одной программе 5 заездов общей численностью до 2300 человек. Это беспрецедентно, в Беларуси такого не было. Что это показало? Это показало, что Беларусь интересна им для проведения таких ивентов. То есть есть возможность их сюда все-таки вытащить. Второе. Мы в состоянии обеспечить тот уровень сервиса, который они хотели, хотя это было сложно. Я не буду передавать это, в том числе и для радийного разговора, но это и хороший материал для какого-то очерка, для какой-то публикации, потому что это большой материал, много очень нюансов. Но мы способны обеспечить тот сервис, который они добивались, и для них это оказалось экономически выгодно. Если я скажу, что эта компания ежегодно проводит подобные ивенты, предыдущий был в Лондоне.
Но само по себе мы понимаем, что цены в Лондоне в 2-3 раза выше, чем в Беларуси. Но и желание принять их как можно лучше, желание предоставить им условия как можно лучше. Да, в ущерб своему заработку может быть, но тем не менее они ни по одному из объектов не получили слова «нет» по желаемой для них цены. И китайцы, конечно, в мире этим разбалованы. Они берут своим количеством, и они заведомо, когда заходят куда-то, они говорят очень низкие цены, но когда ты понимаешь, что это не группа в 40 человек, а 2000 у тебя, ну, конечно, все ты зарабатываешь. Хотя группу в 40 ты за эти деньги не стал принимать. Кормить или что-то с ними еще делать. Ну вот, это ивенты, это майс, ну и это экскурсионный туризм, который идет через Беларусь. Потому что китайцы, как я сказал, в Беларусь, в Западную Европу я слышал, что ездят индивидуально, знаю, что ездят. В Беларусь нет. И китайцы сами по себе очень коллективны. Это коллективная нация. Они все делают коллективно. И поэтому здесь они остаются в поле зрения, в поле интересов туристических компаний. Потому что коллективный тур с насыщенной программой может сделать только специалист. Сам ты не сделаешь. Поэтому это остается, и мы их принимаем. Принимаем уже достаточно много. В нашей компании номер 1. Это клиент, которого мы принимаем. Но тот миф, который мы не понимали, начиная работать о том, что Беларусь для них очень интересна, да, интересно, но тур просто в Беларусь они заказывать не будут. Это мало для китайцев. Китайцы едут отметиться или туда, где есть памятники, топ-памятники мирового значения, пирамида, Эйфелева башня, Мавзолей, Красная площадь в Москве, безусловно, потому что это перекликается с площадью Тяньаньмэнь, мавзолеем Мао Цзэдуна, так? А у них все-таки главенствующая роль коммунистической партии, поэтому это место знаковое, топовое. Беларусь таких топовых мест в понимании китайцев не имеет. Но Беларусь не одна их не имеет. Так? И многие другие страны, которые успешно занимаются туризмом, этого не имеют. Тогда для китайцев они очень прагматичны. Сложно найти более прагматичную нацию. Они хотят иметь в двухнедельном туре 5-6 стран. Ну, посетить много стран, отметиться. И такой сегодня самый популярный тур – это 3 прибалтийских страны, Польша, Беларусь, Украина. Вот тебе 6 стран за 2 недели. На Беларусь приходится 3 дня. Вот мы активно работаем, это мы имеем. Вот это рынок растущий, мы будем дальше за него бороться. Хотя безвизовый. Если мы говорим и он, безусловно, для Беларуси новый. Если говорить о тех рынках, которые новые, которые имеют какую степень риска, так, в работе с этими рынками, то да, мы работаем, наша компания работает с такими рынками. И один из них достаточно успешный и новый для Беларуси – это Пакистан. Пакистан в туристическом отношении как бы негласно относится к разряду иммиграционно опасных стран. В то же время Пакистан, как мы знаем с вами, это член ядерного клуба мирового, это ядерная держава. Это страна с населением 207 миллионов человек. Это, в конце концов, партнер Китая в мире номер 1. Это тоже о многом говорит. И среди этих 207 миллионов, безусловно, будем считать, что 50 миллионов – это люди, которые активно хотят путешествовать. Для Беларуси это важно. И что нужно понимать, работая с такими рынками? Работая с рынками визовыми, с рынками сложными, вольно-невольно, а ты обязан соприкасаться с государственными органами. Это пограничные органы, это консульские учреждения МИДа. Вот. И все должны хорошо понимать, и компания, которая берется за это, и госорганы, обеспечивающие въезд, порядок, безопасность и другие вопросы, все должны понимать, что это делается этой компанией. Компания сама должна понимать. Не ради того, чтобы продать приглашение. Не ради сиюминутного заработка. Когда это все понимают, и прежде всего те, кто пытается этим заниматься, то этот бизнес носит организованный характер, и он получается. Вот я занимаюсь уже 3 года Пакистаном. Достаточно много принимаю гостей из этой страны. У меня не было ни одного иммиграционного случая. Почему? В том числе потому, что я не рассматриваю рискованные предложения. Я не работаю с физическими лицами, которые обращаются напрямую. Я работаю только с юридическими лицами, с турфирмами. С турфирмами, с теми, которыми я начинаю работать, я заявляю их на такую аккредитацию в наших консульских, в наших дипучреждениях, посольства на проверку. Так? Они все так или иначе проверяются. Более того, впоследствии, как правило, приезжает руководитель или директор, или управляющий, топ-менеджер компании, сюда мы знакомимся. Более того, я уже дважды лично проводил белорусские конференции в Пакистане. В прошлом году я это сделал один
организовал с помощью узбекских авиалиний абсолютно один в Лахоре. Да, было боязно, честно говоря, так как-то. Вот. Но был результат, был успех. В этом году я участвовал в выставке тоже в Лахоре. Выставка была промышленная, но на бизнес-форуме инициировали мы включение туристической секции и провели туристическую конференцию, и очень успешная. Видно, что интерес к Беларуси неподдельный, очень большой интерес к Беларуси. И я, принимая здесь Пакистан, вот вопрос другой напрашивается, что им здесь, что интересует их здесь, чего они сюда рвутся. Так? Вот обслуживая тех же пакистанцев здесь и побывав в Пакистане, я, особенно когда побывал в Пакистане, в Лахоре, многое тебе становится ясно. Но без всяких обид, каждая страна имеет свою особенность. Даже Лахор, это провинция Пенджаб, граничит с Индией, есть специфика в образе жизни людей. Это такой кипучий котел, но, например, в том же Лахор, 10-миллионный город, там тротуары далеко не везде, там просто пешком гулять нельзя. Так? Там с мусором есть специфика, очень грязно. Так? Там места все, где собирается так называемая чистая публика, они изолированы, они охраняются. Туда просто так, вот даже в любую гостиницу ты с улицы не зайдешь. Вот. Это все под охраной, торговые центры под охраной. Это, они знают, что делают, молодцы, но просто так ты туда не зайдешь. А вот есть множество ограничений в твоей повседневной жизни. Есть большая разница социальная между людьми. Это видно на улице. На улице просто женщин ты очень мало увидишь. При этом торговые центры днем, в будние дни забиты женщинами. Тогда вот миф, хорошо или плохо, или хорошо живется мусульманским женщинам. Мужики работают, женщины тоже это резко просто. А где мужчины? Мужчин нет. Днем там. Я оказался днем в торговом центре, я говорю партнерам, понятно, мужчин здесь нет, мужчины все работают, смеются, да, так и есть. Что здесь в Беларуси он приезжает, он видит. Человек выходит, они огромные проспекты, зелень. Много течет пресная вода, чистая, так, на их, как они видят ее, так. Чистое небо, вокруг хорошо одетые приветливые люди, красивые, хорошо одетые приветливые люди, много женщин вокруг. А Пакистан, как они говорят сами, у нас мужская страна и мужской туризм, в основном мужчины в группах. Почему? Мы не говорим о дискриминации, а почему мужская страна, почему у вас женщины не путешествуют? У нас 5 детей, это нормально. А кто будет заниматься, детьми? То есть 5 детей это нормальная семья. Это молодые сейчас, у них 3-4. А 5-6 это нормально. Вот вам и ответ, мы никого не обижаем. Кстати, уже если так в юморе, я поинтересовался, а если один? Спрашиваю партнера, если один ребенок? Неожиданный ответ. После паузы так, не знал, что ответить после паузы, но один, надо место жительства менять, перед соседями стыдно. Ответ такой, если один, что делать? Надо съезжать с квартиры, так стыдно перед соседями. Неожиданно. Вот поэтому мужская страна. Мужская страна для них тоже здесь есть те развлечения, которые там недоступны. Они здесь в свободном доступе. Опять же, доброжелательные отношения. У нас в Беларуси по-прежнему высок статус гостя. У нас высок статус гостя, это они все чувствуют, все гости все чувствуют. Что я имею в виду? Вот о закрытости Беларуси тоже у вас здесь предварительно были вопросы. Можно это развивать, да? Да, конечно. О том, что насколько наша страна закрыта, что нам мешает развивать туризм. У нас довольно открытая страна на сегодняшний день. И у нас один из наших плюсов – это высок статус гостя. После того, как Европу захлестнули миграционные потоки, сегодня, наверное, сложно говорить о высоком статусе гостя в высокоразвитых европейских странах, из Ирака, например, из того же Пакистана, может быть, так, Бангладеш. У нас сегодня в Беларуси, между прочим, уже 3 года летает рейс иракских авиалиний регулярно. Это честь и хвала. Мы тоже участвовали в разработке этого направления. И одно из направлений, которое необычное, мы работаем с иракскими курдами. Это автономия иракской Курдистан со столицей в Эрбиле. И тоже у нас так, в общем-то, были какие-то нюансы, были вопросы, но в общем-то, мы работаем с таким сложным рынком. Но летает самолет оттуда, и люди все здесь в восторге, и все хорошо принимают. Так и здесь. У нас очень высок статус гостя пока еще. И все это отмечают. Даже китайцы, от которых, похвала китайцев, она не всегда искренняя. У китайцев же слова «нет» отсутствует. Ты не всегда поймешь, какое впечатление осталось. А если вот те же пакистанцы очень, очень искренне, восторженные, ты видно, что они просто здесь, они в восторге, им страшно все нравится. А то у китайцев, они люди замкнутые, закрытые, ты этого можешь не понять. Но даже они на первое место, когда мы приняли вот этих 2300 человек, очень много
обратной связи, впечатлений. Что на первое место ставится? Красивая чистая страна, где живут доброжелательные, открытые люди. Китайцам наши памятники, мягко говоря, не очень интересны, видели покруче. А вот это не везде встретишь, в том числе по отношению к китайцам. И для других гостей этот статус гостя очень высок. В сочетании с тем, что это новое открывающееся направление, высок статус гостя, создана уже инфраструктура, у нас шансов достаточно много развиваться. Так вот, возвращаясь к тому, как работать с этими рынками, начнем с того, что мы не продаем дешевых туров, не работаем с физиками, работаем только с компаниями, которые в том числе потом рекомендуются, мы не продаем дешевых туров. Размещение мы начинаем от 4 звезд и 100% обязательная предоплата. Это большая гарантия от того, что люди, несущие миграционный риск, сюда не попадут. А Беларусь вообще, вот если говорить именно в культурном плане, чем она привлекательна для иностранцев? И я, наверное, совмещу тот вопрос, который у меня уже был. У меня есть много знакомых иностранцев, но они в основном с западных стран. Они приезжают в Беларусь для того, чтобы посмотреть на советские памятники, то есть на то, что когда-то было в Беларуси, но принадлежит уже истории, а не чему-то актуальному, и даже не чисто белорусскому. На ваш взгляд, это хорошо или как это вообще? Есть ли что именно белорусского предложить туристам? Я разделил бы в этом вопросе, отделил бы советские памятники советской эпохи и понятие советский стиль и то, что называют совок. Зачастую мы слышим, что у вас здесь совок. Слышали от наших гостей. Но, как правило, мы слышим это от гостей из России. Мы слышим о том, что у вас здесь совок. Вот. Но, что касается европейцев, опять-таки, не буду голословным, приведу пример с практики. Историческое первое мероприятие масштабное, которое принимала Беларусь, такого масштаба, многотысячного, несколько десятков тысяч одновременно гостей, это хоккей, чемпионат мира по хоккею с шайбой в 2014 году. Наша компания была официальным туроператором этого мероприятия. Я лично отвечал за прием размещения гостей в фан-деревне. Это, кстати, очень гениальный был ход правительства, когда выделили 4 здания по 1000 мест. По себестоимости центр-курорту были они отданы для формирования, гостиницы. Вот 4 здания, такого пока в истории ни у кого не было. Ежедневно 4000 мест в оперейтинге. Еще в Беларуси такого не было. И мы создали там рецепцию, службу приема и размещения гостей, систему бронирования и принимали. То есть, свыше 30, тогда, месяц я там жил, прошло через наши руки свыше 33 тысяч человек ночлегов. Соответственно, мы там жили, общались с этими в одном доме, что называется, с этими людьми, и много слышали мнений разных. Естественно, нас волновало, как будет воспринята Беларусь. Беларусь не принимала и в том западных гостей. Ведь в хоккей играют слаборазвитые, отсталые страны не играют. Это все западная, северо-западная Европа и Америка. Казахстан из Азии, собственно, все. Россия, понятно, Россия тут нового чего-то вряд ли увидела. Так вот, в отношении советского и совка неоднократно слышал именно от гостей из западноевропейских стран, удивлены, чем они были. Они удивлены были тем, и они говорили о том, так подождите, что-то непонятно, у вас же обычная европейская страна, не совок, первое, у вас же так тут же не Россия, потому что нас тогда еще отождествляли многие с Россией. И до сих пор это есть многие, что Беларусь это часть России. Первое, у вас не Россия, у вас обычная европейская страна. Кого-то это, возможно, было бы обидело, но не нас. Сравнение с обычной, а что тут такого? У вас же обычная европейская страна. Но при этом низкие цены, как потом силы вкусное пиво, и вы сделали веселуху круглые сутки. Чего где-то бы и не было, так? И такое чудовищное гостеприимство, и мы в той же фан-деревне смогли, благодаря тому, что по себестоимости государство отдало, вот тебе государственный проект, отдало эти здания по себестоимости, в итоге мы смогли сформировать самую дешевую стоимость приличного продукта для ночлегов. У нас койка-ночь стоила в двух- или трехместном номере 18 евро. Таких цен в Минске на период хоккея не было. Это обеспечивало массовость и хороший заработок. Но у вас обычная европейская страна. Вот это меня лично это поразило. Я говорю, отлично, это хорошо. А с чего они сделали вывод? Чистота, дороги, опрятность, дома, набор продуктов в магазине, сервис,
Да, они чего-то не увидели, кто-то может сказать, отвезите их там куда-то в глубинку. Наверное, в глубинку во многих странах можно отвезти. Но вот было такое впечатление. Поэтому, когда говорим о совке, то это я против этого. А если мы говорим о мнении россиян, что у вас совок, ну, может быть, это отсутствие порядка, не совок. Ну, а для европейцев наличие порядка – это европейская страна. Может быть, для россиян, когда порядок – это совок. Ну, давайте эти вещи отделим. Поэтому, а если мы говорим о памятниках, ну да, культурный туризм, так, то тогда и говорить, о чем Беларусь может выделиться, уникальные какие-то моменты. Сегодня, например, я считаю, и это очевидно, мы уникальные в предложении военно-исторических памятников. А эта тема многих интересует. Сегодня, например, те же пакистанцы, когда вот я в этом году вместе с Нацагентством по туризму мы принимали промо-тур туроператоров и журналистов из Пакистана в феврале, когда они говорили о впечатлениях о Беларуси. Ну, разумно говорят, например, опытный туроператор, ну, всегда мне интересно, а что в этой стране я сделаю такого, чего я больше нигде в мире не увижу. И вот, когда они на линии Сталина покатались на танке, и в тире постреляли из пулемета «Максим», из оружия стрелкового времен Второй мировой войны, он не нашел. Я не знаю, где бы я еще мог это сделать, например. Это уникальный момент. Дальше музей, то, что предлагается у нас помимо линии Сталина, музей Великой Отечественной войны, достаточно уникальный. У нас, безусловно, те, кто ездит, добираются в Брест, связано с Брестской крепостью. Но у нас, те, кто более глубоко эту тему изучает, у нас же одна из немногих стран, где серьезные есть памятники даже Первой мировой войны. Они сохранились в Гродненской области, в Сморгоне. Сегодня это уникальные вещи, которые интересуют массовый туризм. Но, безусловно, когда у нас, хоть мы гордимся, называем, есть такие экскурсии «Страна замков». Ну, страна замков, допустим, это Чехия, Германия. Мы так хотим быть страной замков больше, чем ей являемся. То есть те, кто там побывал, знают, их тут замками не удивишь, но у нас растет и укрепляется наша этнофольк составляющая, этнический фольклор. Это, безусловно, когда мы говорим об обязательных местах, ну, Дудутки – это обязательное место для посещения. Редко кто отрицательные эмоции выносит. Второй парк, который бы я поставил равноценный, который развивается очень успешно, это парк истории Сула, который тоже предоставляет очень интересные этнографические, исторические впечатления, возможность прикоснуться к нашей этнографии и истории. Так? И другие места растут. Вот это есть. Это сегодня есть, это успешно развивается, это востребовано. Ну, юнесовские памятники, понятно. Они их знают, они есть в каталогах. Вернешься, посмотреть, ставить себе задачу это увидеть. Это обязательно. Поэтому мы сегодня предложить уникальные вещи. А если говорить о сфере развлечений, ну, сегодня никто же не говорит, что казино это плохо. Это способ тоже развлечений и зарабатывания денег. У нас он разрешен, где-то запрещен. Ну, сегодня мы это имеем. Это, безусловно, для кого-то это уникальная возможность. Люди этим пользуются. Казино, да. Ночная жизнь, ну, она есть и покруче в каких-то странах. Но я категорически не согласен, когда говорят о секс-туризме в Беларуси. Мне тогда хочется спросить, особенно у искушенного путешественника, ты в Таиланде был? Ты в Гамбурге был? В Амстердаме был? В Германии в мужских клубах там есть мужские клубы. Знаешь хотя бы о них, да? Ну да где это, а где Беларусь? И сегодня я бы поставил так вопрос. И я считаю, что это наш плюс, что сегодня страна, куда иностранец может приехать в нормальной, в культурной обстановке клубной, познакомиться с девушкой, с которой у него сложатся длительные дружеские или любовные отношения, которые будут длиться несколько лет, и годами он будет сюда приезжать к ней, так, и в конце концов могут закончиться браком, что часто и случается, так, наверное, я бы назвал это романтический туризм. И у нас это и есть сегодня. Что в этом плохого? Это сегодня есть. А я помню, лет 7 назад, как это у западных каких-то аналитиков, прочитал о Беларуси статью, и там, ну это много, мы семимильными шагами в приеме развиваем. Это было лет 7 назад. И они назвали 3 основных бренда узнаваемости Беларуси. Это президент Лукашенко, белорусские женщины и Батэ. Все справедливо. Но сейчас уже, конечно, я считаю, этот круг значительно расширится. Но женщины там все равно присутствуют. Белорусские как
элемент привлекательности. Я уже сказал, но я называю это романтическим туризмом. Поэтому в плане этно предложить мы можем, когда если говорить о гастрономическом туризме, так, и такие вопросы у вас здесь были помечены. Здесь тоже последние десятилетия колоссальное развитие. Если в нулевых мы слышали и, в общем-то, так ежились, когда у вас же даже негде нормально поесть, от российских богатых людей такое слышали, в общем-то, так ежились и в общем-то, особенно не было чего предложить. То сейчас Минск очень, очень серьезно шагнул в этом направлении. Есть над чем работать. Сегодня у нас уверенно создается и национальная кухня. Мы сегодня не только драниками можем удивлять. Рестораны, которые на этом специализируются, десятки блюд, фестивали проходят, все мы это видим. Напитки культивируются, и броварные напитки. Сегодня там, где разрешено, официально это продается, и пивоварение развивается. Все отмечают в Беларуси прекрасное пиво, наливки, настойки самодельные. В той же Суле прекрасную продают старку по шляхетским рецептам, ее можно купить. Есть над чем работать. Мы претендуем на прием больших масс китайцев. В этом году после определенных успехов прозвучала цифра 100 тысяч в год. Прозвучала она сверху. Из Совмина, так сказать, эта цифра прозвучала 100 тысяч в год. Мы к этому не готовы. А вот мы кормили этих 2300, так, максимально одномоментно в стране находилось 1100. А они отобрали для питания 3 китайских ресторана. Всего их, из того, что можно назвать рестораном, в нашем понимании, есть такие полуподпольные китайские, но из того, что можно назвать цивилизованным рестораном, их всего 5 я назову. О каких 100 тысячах идет речь? Мы покормили их, они отобрали это. Вообще питание для китайцев, для большой массы, был самый сложный вопрос. Они тщательно отбирали рестораны, тщательнейшим. Мы месяц согласовывали меню. Почему месяц? Это для понимания сложности работы с китайцами. На каждый ресторан не китайский. У них эти задачи не ставили. Они отобрали 3 китайских ресторана. Всего в пуле было 12 ресторанов, 9 белорусских. Ставилась задача. Меню обычное, меню для випов, которое было дороже обычного на $3. Серьезная задача сделать меню для випов. Меню для сотрудников обслуживающего оператора. Они привезли 50 человек с собой. И они должны были там тоже кушать, но еще дешевле, чем обычное меню, но сытно. Это 3-е меню. Меню мусульманское и меню вегетарианское. На каждый ресторан нужно было подготовить 5 меню. Хорошо, подготовить. Каждое блюдо нужно было сфотографировать и им отправить. А многие рестораны этих меню не имели, и у них не было технологической карты, они писали под это направление, и никаких фотографий этих нет в природе, их не существует. Как их выворачивались? Те, кто, надо должно есть сообразительные люди, кого-то нам, туристам, самим приходилось учить. Зайдите в интернет, наберите блюдо, там вам 100 фотографий выскочит. Выберите те, которые, по вашему мнению, вы в состоянии изготовить, и на похожей посуде, как у вас, и поставьте его. Абы какое поставить было нельзя, к вопросу о недоверии. У китайцев, у всех гидов, был такой альбом, где все прописано, все меню и все фотографии. И они сверяли, если ты подал не то меню, могли быть проблемы. С китайцами это не проходит. Так вот, были сложности. И мы, когда хотим принимать 100 тысяч, задача это в документах, я ее видел, 100 тысяч, так? А где мы их собираемся кормить? У нас китайских ресторанов, это миф о том, что китайцы будут кушать, если они сюда приехали на несколько дней, будут кушать на 5 даже дней, будут все время есть европейскую еду. У них по-другому организм устроен. Те 50 человек обслуги, наших партнеров, которые приехали обслуживать вместе с нами мероприятие, нас было 5, а их приехало 50. Их и больше много раз, так? Это к вопросу, когда говорят, что учитесь у китайцев, у них нет мелочей. Каждый их приехало 50, и каждый отвечал за мелочь, а мы 5 отвечали за все. Мы не можем 50 человек набрать, вы сами понимаете. Так вот, эти 50 человек заранее заказали, они жили в одной из гостиниц, они с полным пенсионом, обед, ужин был заказан в гостинице. Они уже на следующий день отказались от белорусской еды, и мы им заказывали в ланчбоксах, и мы обеды и ужины возили с китайских ресторанов. Они не смогли, они здесь жили 3 недели, они не могут просто. Но мы претендуем на... есть вегетарианская, есть веганская еда. Но во многих ресторанах у нас пока они разницы этой не знают. Я не обвиняю их за это, не было спроса, но он появился сейчас. У нас были случаи, китайцы давали таблицу, вегетарианская, и потом появляется веган, не скрою,
Я спрашиваю, а что, напишите, что ему нужно дать, этому вегану. Вегетарианцам вы утвердили. Значит, ему надо дать что-то другое. Что этому вегану нужно дать? Они нам писали, что ему дать. И, конечно, у нас далеко не во всех ресторанах это веганская это пища. А если говорить о специализированных, вот так, чтобы это было... Да, это меню может быть, во многих есть. Вегетарианское есть во многих уже ресторанах. Веганское, наверное, где-то. В стандартном меню может где-то и есть. Я не скажу сразу сейчас, если оно. Но чтобы ресторан позиционировался, что вот он вегетарианский и больше никакой пищи в нем не дают, я таких не знаю в Минске. Меню все есть, даже простым глазом не зная, ты на них наткнешься. Но мы к этому идем. Мы к этому никуда не денемся. Чем больше будем принимать туристов, тем придется нам открыть эти и вегетарианские рестораны, и веганское меню. А с китайцами здесь не надо прогнозов больших, но нам придется открывать, если мы хотим, а идет к этому, больше принимать. Нам нужны рестораны китайские. А на национальную кухню есть спрос, включая самих белорусов? Конечно, есть. Я думаю, что я просто работаю с такими специфичными рынками, потому что вот то, что я перечислял, Пакистан, Ирак, иракский Курдистан, это же мусульмане. А мусульмане хотят халяльную еду. Мне уже как-то я перехожу на национальную, мне сложнее рассуждать. Ресторанов, которые предлагают халяльную еду, у нас тоже, пальцы одной руки. На две уже надо очень сильно посчитать, чтобы это был приличный ресторан. Это тоже вопрос. Это тоже проблема есть. Хотя эту проблему ее легче обойти, чем вопрос китайской пищи, но тем не менее она присутствует. Национальный это элемент, что очень важно, национальная кухня. Национальный ресторан – это элемент экскурсии, экскурсионного обслуживания. Китайцы, которые не сильно едят эту нашу национальную еду, они, вот у меня эти группы экскурсионные, которые 3 дня, 6 стран в одном туре за 2 недели, 3 дня в Беларуси, у них обязательно или обед, или ужин в национальном ресторане. И я могу сказать, где я их кормлю. Вот все, как правило, это трактир вот здесь вот. На победителей. Они 20 лет делают одно и то же меню, но они правильно его делают. Там, во-первых, интерьер внутри избы. Были в трактире когда-нибудь? Если не были, сходите, посмотрите. Это интерьер избы. Печь, там чучело, одетые в такую национальную одежду. Там вот такое белорусская национальная мясная, дранишная такая еда. Но подают они на деревянных блюдах, на шпажках, обязательно с фейерверком из бенгальских огней. Выключается свет, играет музыка, когда несут мясные блюда. Все китайцы фотографируют. Они обязательно welcome drink из настоечки. Так? У них каждый вечер играют в национальных костюмах 2 баяниста, играют национальные песни. А это значит что? А это значит, не надо тратиться дополнительных денег. Ты просто заказал группу, пришел в ресторан, ты на артистов не тратишься, дешевление продукта. Поэтому он очень популярен. Китайцы очень любят, они же фотографируются. Они потому и не поели, после них остается. Не все поели, может быть, так. Вот. Опять же, белорусская выпивка дешевая, там белорусские напитки, так, они может тоже, это все включаем в стоимость какой-то дринк, так. Это элемент экскурсии, это обязательно. А то, что белорусские, мы видим в начале верхний город, и спускаемся перед мостом победителей, мы справа видим Дравик, написано ресторан, тоже я там зашел, посмотрел, это, вроде тот, который Порто Дворос, литовские рестораны национальной кухни, они здесь Дравик. Хорошо, мы видим Дравик, он открылся, и другие такие заведения есть. Это для массового туриста, это очень важно. Очень важно, чтобы он пришел и видел национальную кухню. У нас тут раковские бровары, тут и другие здесь есть места, так? Поэтому развивается и развивается хорошо. Этот рынок и будет развиваться. Ему все, что происходит, это на пользу, никто не мешает. Государство не лезет в это, у нас, слава богу, государственных ресторанов только в гостиницах, других нету. Так, пожалуйста, работай. Сегодня проблемы есть, но они движутся, решают. Я о них сказал, так, но они движутся. По сравнению с тем, что было, огромный сделан шаг в общепите. Какие в Беларуси самые популярные маршруты, которые выработаны, и как раз для тех, кто желает поближе познакомиться с белорусской культурой? Может, какие-то тематические туры? У нас помимо обязательных объектов, которые для всех, что называется, обязательные, это наши замки. Если не далеко из Минска мы не выезжаем, так, там в Брест, допустим, Беловежскую пущу, то это замки, это Мирнесвиш, это Дудутки, это линия Сталина, это музей войны, это обязательные объекты. Люди там, многим нравится наша национальная художественная галерея, так, это тоже посещают.
из того, что тематическое, можем ли мы предлагать и есть ли оно. Сегодня это достаточно успешно развивается. У нас вот сегодня есть возможность посмотреть вообще всю Беларусь. Да, это русскоязычные группы, но все-таки не забываем, что у нас основной клиент – это наш сосед российский. Пока еще, конечно, ни китайцы, ни пакистанцы у нас по Полесью ничего не заказывают. Но, может быть, мы придем к тому, что и будет. Но сегодня предложение сборных русскоговорящих групп сегодня в сборках вот стоит. Приведу пример. Продаем, есть один оператор, но продают те, кто занимаются. Вот мы в центр курорте, у нас есть Ветлево, наша онлайн-система бронирования, там это можно забронировать. Есть разные операторы, но вокруг него группируются те, кто продает это. И все продают эту сборку. Неважно, кто сколько ты одного человека продал, он все равно уедет. Названия сами за себя говорят. Мир белорусских местечек. Буцлав, глубокое мусор. Это северо-запад Беларуси. Белорусская мозаика. Залесье, Сморгонь, Солы, Островец, Гервяты. Но это уже Гродненская область, это уже ближе к Литве туда, так? Это тоже своеобразие там есть большое. Это уже католическая культура, это костелы. Допустим, Полесская Одиссея. Слоним, Жировище, Ружаны, Косово, Пинск, Мотель, Туров, Гомель. Сегодня это в сборке есть, это можно купить тематически и посмотреть Беларусь. К тематическому туризму, безусловно, можно отнести промышленный туризм. Вначале, когда объявили, что будем делать вот на каких-то больших предприятиях, надо сделать экскурсии, был какой-то определенный скепсис, кому это интересно. Сейчас могу сказать, что вот у нас самый распространенный и, наверное, сегодня самый слышимый, самый распространенный промышленный тур – это по Белазу. Вот есть еженедельно сборка «Белаз в мире гигантов». Кроме этого, часто иностранцы заказывают Белаз. Я могу сказать, вот когда мы проводили компанию «Вайнмей» корпоративное обслуживание, вот это на более чем 2000 человек, было же много инспекций до мая, мы приняли 3 инспекции. А в январе 2019 года приезжал владелец этой компании, господин Гулиан, он гражданин Малайзии, проживает в Малайзии. И более того, там в Малайзии за заслуги перед страной можно получить почетный титул член королевской семьи Малайзии. Он имеет такой почетный титул. Это миллиардер, это, там в жизни, что он все видел, наверное, так, и такой уже взрослый 60. И он отмечал, кстати, здесь в Астории мы отметили 60 лет его в ресторане «Астория», который в Дроздах там. Ему понравилось. Кстати. И поэтому ему понравилось, и поэтому он дал добро на проведение в Беларуси мероприятия. К чему я о нем сейчас говорю, какое отношение к промышленному туризму. Он хотел посмотреть сам. И мы старались все лучше ему показать. И там и замки, и художественную галерею, и до Дудки, там все возили его и в Сулу, так и вот. Но и на Белаз. Единственное место, а он такой бесстрастный, он уже все видел в жизни, так? Единственное место, где он сбросил эту маску, это был Белаз. С искренним интересом он катался на это. Он потом сказал, что я такого никогда в жизни не видел. Вот о том, что ты можешь увидеть то, что ты никогда в жизни это не увидишь. И Белаз самый востребованный. И очень хорошо, что это есть. Это всем интересно. Могу привести из промышленных впервые. Этим Белаз, уже много этих заказов. Впервые был заказ. Сейчас, во время мы обслуживали матч легкоатлетической Европа-США. И поскольку МТЗ, тракторный завод, был генеральным спонсором, организаторы, Федерация международной легкой атлетики, они попросили спонсору экскурсию. Мы отвечали в том числе за экскурсионную программу. Она не богатая была, но не дайте какую-то нестандартную, вот к спонсору на МТЗ. И это первый раз, раньше я не делал этих экскурсий, у них она есть. Собери свой трактор, экскурсия. И понравилось, и это пойдет и дальше, это надо предлагать. То есть сегодня есть экскурсии, их переодевают в униформу. Есть возможность на конвейере там, закрутить какую-то гайку, принять участие, что ты собираешь трактор, покататься на тракторах. Реально интересно, потому что бренд в мире знают. Вот я недавно, в октябре уже, приехал в Пакистане на выставке был, большая выставка, и там очень хорошо Беларусь знают. Есть пакистанский завод Беларусь тракторы, все знают Беларусь, в общем, то есть такой бренд узнаваемый Беларуси. И вот такая экскурсия тематическая, она сегодня это пользуется спросом. Я как пример привожу, есть и другие объекты, но вот это такие наши передовые. А вообще тематические экскурсии бывают очень неожиданные, которые сначала не знаешь, как подступиться. Вот у меня была в прошлом году заявка, думаю, что они еще будут. Я фильм снял, показывал его в Китае. Китайцы из Гонконга заказали мастер-класс по раскрашиванию матрешек. Никогда я этого не делал. Но в итоге, слава богу, благодаря интернету, понятно, там, матрешку в магазине не раскрашенную не купишь. Где их купить? Потом художника, кто с ними будет работать.
Я по наивности у настоящих художников спрашивал, я член Союза, я матрешки рассказывать не буду. Потом меня селило, что не надо, есть же кружки там в школах, которые художники, тоже художник, закончил там медобразование, но это в школах работает. Нашли, кто с ним этим занимался в итоге. И они хотели это не в необычном месте. Не просто в какой-то мастерской или в ресторане зал снять какой-то. В необычном месте. В итоге они на усадьбе, очень живописном пруд, возле пруда, на берегу пруда, на усадьбе, под навесом, кругом рыбацкие сети, там всякие деревянные скульптуры. У меня есть фильм, я снял фильм, нанял профессионального оператора, в Китае его показывают, этот фильм. Хороший фильм, и они с таким для меня было открытие. Там большинство мужчин было, они 1,5 часа самозабвенно разрисовывали матрешки. И так красиво получилось. Но это национальное что-то, это сосредоточение, они так тонко выводили все это. Просто было удовольствие за ними наблюдать. Вот такая тематическая экскурсия. Ну, сделали, все довольны, все счастливы. Поэтому, если говорить, ну и наши передовые объекты идут по этому пути. Сегодня у нас Несвиж предлагает квесты различные, их заказывают, иностранцы заказывают, всем это интересно, под перевод. В мире часто мы заказываем анимационная с угощением встреча шляхетская, когда в шляхетских костюмах выносят угощения, встречают с музыкой аутентичной. Вот. Сегодня это есть, это развивается, этого надо больше. Но когда говорят, что у нас здесь абы что, совок, нам нечего предложить, это такая глупость, так? Это противно слушать. Люди, которые, вот это критиканство такое. Мне бы хотелось, чтобы никогда здесь у нас в Беларуси не произошло то, что произошло в прошлом году со мной в Казани. Вечером я с группой своих товарищей, там, будучи в Казани, на экскурсии. Мы подзаблудили и спросили, как пройти к гостинице. Нас спросили, а вы что, не местные, откуда, из Беларуси? Молодые люди, в центре Казани. А что вы здесь делаете? Ну как что, приехали на экскурсию посмотреть ваш город. Думали, что они как-то нам что-то покажут еще. Ответ был, а что здесь смотреть? Я очень хотел бы, чтобы в Беларуси ни один гость такого не услышал. Потому что это неправда. А сами белорусы куда любят именно в Беларуси отдыхать, ездить? Здесь тоже давайте не будем выдумывать, не будем заниматься выдумками. Возьмем крученые бренды какие-то белорусские. Но не секрет, что белорусские санатории пользуются спросом. И внутри страны, и за рубежом. Бытует мнение, что в основном, да, их не дешевая цена, этих лучших белорусских санаториев. Бытует мнение, что там в основном отдыхают россияне. Но вот я специально готовился к нашей встрече, посмотрел, какая загрузка санаториев. У нас санатории частных почти нет, у нас есть 2 самых дорогих частных санатория, 5-звездочных санатория. Это Альфа-Радон и Плиса. Альфа-Радон это в Гродненской области, Плиса в Витебской. 2 5-звездочных частных санатория, которые хорошо известны и продаются. И у нас основные системы, владеющие санаторием, это санатории управления делами президента. Их в Беларуси 5. Это Юность под Минском, это на Нарочи Сосны и Приозерный санаторий, это 3. И санаторий Боровой в Витебской области, то есть 4. И 5 за рубежом. 5 за рубежом. В Трускавце Беларусь в Юрмале и 3 в России. В Туапсе, в Сочи и в Крыму сейчас. В Месхоре Беларуси это тоже УДЭшный. То есть 5 за рубежом, 4. Но в Беларуси 4 УДЭшных. Дальше санатории профсоюзные, наверное, самая большая сеть. И санатории, большая сеть Межколхоздравница. Вот как раньше называли Межколхоздравница, сейчас Белагроздравница. Белагроздравница, так? Так вот, например, по белорусским санаториям управления делами средняя годовая. Да, летом россиян может возрастать количество, но средняя годовая белорусов 60%, иностранцев 40%. Исключение составляет санаторий Юность, он под Минском, очень востребован. Это уникальное месторасположение на Минском море и хороший уровень сервиса. Там 30/70. В профсоюзах отдыхают вообще преимущественно белорусы, потому что члены профсоюза имеют льготы на отдыхе в профсоюзных санаториях. Там где-то мы можем говорить о 10% иностранцев. В Белагроздравнице о 20% иностранцев. И при этом эта сеть у нас весьма разветвлена. И летом, могу вам сказать, если вы хотите купить путевку, какой-то санаторий, который хороший, который вам нравится, это надо делать не с листа. Это надо делать в феврале, в марте, самое позднее. Когда ты придешь летом,
Я вот проконсультировался у специалистов, продающих, что вот этим летом могли ли вы человеку, который пришел, хочет в белорусский санаторий, продать, вот он сейчас хочу путевку. Ответ был такой, что сразу может быть и нет, но нам хотя бы вот день работы что-нибудь подберем. Что-нибудь, а не тот, который он хочет. Это высокая востребованность этого сегмента, высокая востребованность. Хотя и для белорусских пенсионеров, прямо скажем, без помощи детей, допустим, это высокая стоимость. Хотя востребованность и для белорусов высокая. Если говорить о курортных местах, то одна из задач мне, как туристическому специалисту, и один из объектов инвестиций серьезных, иностранных, в том числе много говорят, сейчас китайцы хотят инвестировать в структуру отдыха, это создание европейского уровня массовых курортов в наших курортных местах. Да, они заповедные, но надо пробовать сделать баланс между сохранением заповедного и экономикой, зарабатыванием на этом денег, и созданием возможностей для отдыха, для массового отдыха. Это прежде всего Нарочанский край, это Браславский край, Браславские озера. Это места, которые по своим возможностям природным могли бы претендовать на создание международной структуры курорта. Далеко ходить не надо. Если где у нас на озерах близко есть международные серьезные курорты. Это Балатон, пожалуйста, Венгрия. Далеко ходить не надо. Можно взять этот опыт. Там есть инвестиции, там есть сетевые отели, международные цепочки. Это курорт, который соперничает с морским. Мы возьмем польские озера. Помните, когда первый открылся отель Голембиевский на Мазовецких озерах в начале нулевых, туда белорусы массово ездили, потому что шикарный отель тогда нам казался 4-звездочный, с аквапарком на красивом озере. У нас близко такого не было. В Польше тоже очень развит отдых на этих больших озерах. Беларусь как задача, нам оставится задачи с туризмом. Государство хочет зарабатывать больше и больше, и есть задача к 2024 году иметь $1 миллиард с туризма экспорта. Это возможно, но для этого нужно, первое, развивать внутри страны дальше инфраструктуру, второе, активнее пропагандировать, маркетинг активный в нашу страну за рубежом. И, может быть, не третье, а еще вернемся к первому, дальнейшая государственная политика открытости страны и снятие ограничений, запретов каких-то, препонов, которые мешают работать, в том числе и турфирм. Сегодня, когда туристов, допустим, моих задержали на границе, задержат, так, попытки наивные попытки перехода Гродненской области в Польшу, то я предупреждаюсь официально, если моя подпись стоит на приглашении, то я должен быть, соответственно, протоколы, и я предупреждаюсь в случае повторения наступления уголовного преследования, уголовной ответственности. Соответственно, есть ли у меня желание дальше продолжать эту работу? Вот по туристам, по нашим, по профессионалам, это частые случаи, когда так случается, они болезненные для нас, так? Потому что для тех, кто это делает сознательно, он идет на риск. Он зарабатывает нелегально, идет на риск, для него это не болезненно. А для профессионалов это болезненно, потому что бывает, что отсекается направление, которое ты разрабатывал в течение долгого времени. Но на чашу весов кому это надо, уголовное дело, потом, объясняйся. Поэтому в Беларуси, да, мы нуждаемся, я считаю, что мы нуждаемся в серьезном, это перспектива для страны создания в курортной местности инфраструктуры европейского уровня. Сегодня ее нет. Можете припомнить какой-нибудь случай, когда реакция иностранного туриста на что-то из белорусской культуры заставила вас самого посмотреть на этот элемент культуры как-то иначе, необычно? Вопрос как-то кажется простым, так на первый взгляд. Но я уже начал на него отвечать, когда рассказал о том, что про хоккей, и о том, что нас сравнивают с европейской страной, и мне это польстило, что у вас же здесь обычная европейская страна. И для меня это было важно, не только для меня, наверное, мы к этому стремимся, и для других. Но с точки зрения нашей национальной идентичности, идентификации нас как белорусов, я могу сказать, как мнение иностранца повысило мою самооценку как белоруса. Это не совсем относится к объекту культуры, но к белорусам точно относится. Так? Это опять происходило в России. Относится к поездке в Татарстан в прошлом году. Мы с группой выехали на Великий Булгар, это объект ЮНЕСКО, который находится где-то в 150 километрах от Казани.
Едем по федеральной трассе, видим вокруг разной степени картины, разной степени запущенности. И вот на одном из сельских домов огромный плакат висит: «Куплю ДТ, куплю дистопливо». Я, так начинаю гиду, говорит: ничего себе, я последний раз в Беларуси видел такое в 90-е годы. Он говорит: а что здесь такого? Что вас здесь удивило? Я говорю: ну как удивило? Какое он дистопливо может купить? Только краденое. Ну так, вон же заправки, пожалуйста, иди покупай. Если он пишет огромными расширенными буквами на доме: куплю ДТ, значит какой он? Ну только краденое, тот, кто слил водитель и принес ему продал. То есть человек открыто на весь мир заявляет о том, что я барыга, я скупаю краденое. И никаких вопросов к нему нет. Ответ гида: вы какие вы, белорусы, интересные. Я бы никогда об этом с этой точки зрения не задумался. Это вы, белорусы, такие интересные. Но культуре это отношение, культуре материальное это отношение не имеет, но культуре духовное имеет. Вот этот случай мне пришел в голову так прежде всего. А бывает ли какое-то недопонимание у иностранцев в плане языка? Вот у меня самого тоже был случай со знакомым, он перед приездом в Беларусь, предварительно не узнав по этому поводу, начал учить белорусский, и когда приехал сюда, с удивлением обнаружил, что большинство людей здесь говорит все-таки по-русски, а не по-белорусски. Бывали у вас какие-то такие? Очень часто. Это распространенное явление, и в том, что это удивление, так сказать, как-то какое-то неправомерно, наверное, сложно сказать, что оно неправомерно. Наверное, если у нас официальное двуязычие, значит, наверное, должно в представлении иностранцев адекватно использоваться оба языка. На самом деле оно происходит не так. Но вот смыкаясь с вопросом о белорусскости, или вы отдельно хотите это сказать? Я потом отдельно, наверное, спрошу вас. Поэтому эти случаи бывают. Естественно, мы объясняем, достаточно часто. Мы объясняем это тем, собственно, говорим правду о том, что есть исторические особенности, повлияли на активное использование здесь населением русского языка, но в то же время объясняем о том, что есть у нас и возможность учиться на белорусском языке, пожалуйста, получать образование среднее, высшее, и смотреть спектакли на белорусском языке, и о том, что язык не развивается, мы говорить не можем про улицы Дни белорусской письменности, вот как большой государственный праздник. Хотя вообще, пока это остается таким вопросом для нас проблематичным. Какие у вас планы у вашей компании на 2020 год? Какие тренды в туристическом бизнесе в Беларуси будут превалировать? Не скрою, что в плане развития въездного туризма основную ставку мы, с учетом тех результатов, которые достигнуты по китайскому направлению, мы все-таки видим развитие дальнейшее въезда китайского. И прежде всего, имея в руках уникальный опыт проведения большого ивента, майс-мероприятия, которое прошло в мае этого года, мы имеем уникальную кальку, которой нет у других. Мы знаем, мы понимаем, как принимать, мы знаем, что нужно. И мы четко понимаем, что это интересно, кому это интересно. То есть одна из задач, я вот сейчас буду участвовать в визите в Гуанчжоу и в выставке потом в Днях Минска в Шанхае, где мы будем встречаться с крупными китайскими корпорациями. В частности, в Шанхае будем встречаться с одной из крупнейшим девелопером недвижимости в мире. Эта корпорация имеет контрольный пакет в одной из туркомпаний больших в Шанхае. Так? И мы с ними будем подписывать договор. Но я понимаю, в том числе для чего крупной корпорации китайской мирового значения, которая в 70 странах мира есть представительство, зачем им своя карманная туркомпания, чтобы обслуживать своих, во-первых, работников по банальному туризму, но и для того, чтобы обслуживать свои мероприятия по всему миру. И я возлагаю надежду на то, что мы такое мероприятие, одно или несколько, сможем завести в Беларусь. Потому что, поскольку пока мы видим, что Беларусь, основное экскурсионное потребление Беларуси в китайском туризме, это в составе экскурсионных туров комбинированных, и 3, максимум 4 дня, соответственно, маржинальность этого бизнеса, с каждой группы не так много мы зарабатываем. И сегодня то, что экспортного результата в Республику Беларусь с одного большого ивента или майс-мероприятия, оно несоизмеримо с годовой работой по туризму.
по стандартному туризму. Мы ее не бросаем, это занимаемся, развиваем. Но вот эти большие мероприятия, Беларусь, безусловно, интересна сегодня. Нам примерно мы поняли схему, как идти. Мы имеем поддержку наших консульских учреждений в Китае. Без них это никак не получится. Вот. Но и в Гуанчжоу, и в Шанхае это будет вот основная задача привести сюда такие вот эти вот большие мероприятия. Большие мероприятия, большие ивенты, или это официальные конференции, или вот как была корпоративная конференция. Вот. Но это результат экспортный несоизмерим. Очень большие значимые результаты. Будем пытаться это сделать, в том числе совместно с нашими соседями, совместно с Национальным агентством по туризму. Будем пробовать ежегодно сделать на весенней выставке «Отдых» впервые первый белорусско-китайский туристический форум. По примеру России. Они уже 8 лет проводят такие форумы в марте, где они анализируют опыт, который они получили от работы с Китаем, учат тех соседей, кто приезжает к ним учиться. А нам уже есть что анализировать и кого учить. И есть в планах пропаганда этого мероприятия и возможной совместной работе прежде всего у наших соседей, прибалтов, поляков, украинцев. Сегодня мы пока не можем по Китаю работать с Россией. Почему? Потому что Россия лидер сегодня из наших соседей, они принимают уже более 1 миллиона в год китайских туристов, вот, но мы не можем с ними, и Москва, Петербург просто забиты китайскими туристами, мы их не можем принимать из-за разницы в визовом законодательстве нашем. Эта разница не позволяет нам принимать эти группы, которые приезжают в Россию, а для них, безусловно, было бы интересно присоединение Минска к этой комбинации. МИД обещает, уже года 2 идут обещания о том, что ведется работа, о том, что удастся унифицировать визовое законодательство, чтобы мы могли работать. Ну, сейчас я не буду объяснять, в чем там разница, но мы работать пока с Россией, к сожалению, не можем. Поэтому сейчас будут наши усилия направлены на создание блока с нашими соседями из Евросоюза и Украины. Тоже может быть здесь успех по вот этому экскурсионному совместному туризму. Поэтому прежде всего Китай, но и будем развивать рынки, те, с которыми мы уже работаем, это Пакистан, Ирак. Я предполагаю, что подтягивается у нас серьезный индийский рынок. В мире уже очень много путешествующих индусов. И у наших соседей они появились, у прибалтов, у поляков. Страна с самой сегодня быстро, динамично растущей экономикой в мире, свыше 1 миллиарда населения, среди них достаточно большая прослойка среднего класса, которые путешествуют, тратят деньги. И сегодня есть предпосылки, что этот рынок начнет активно развиваться в Беларуси. Вот я бы оценил так, из открытий, которые нас ждут. Кстати, возможно, это увеличит спрос на викторианские рестораны, индийский рынок. Да. Вы уже в какой-то степени ответили на этот вопрос, но вот все-таки, может, какую-то краткую выжимку. В чем особенности белорусской туристической инфраструктуры и наших подходов к организации туризма в сравнении с сопредельными странами? Вот какая-то изюминка. Есть особенности. В данном случае не секрет, что Беларусь страна с достаточно жестко централизованной схемой управления. Это касается и есть у нас Министерство спорта и туризма. Но когда мы говорим о сфере въездного туризма, въездного развития, въездного внутреннего туризма, здесь интересы и частного бизнеса, и государства абсолютно совпадают. И у нас сегодня сложилась уникальная ситуация, когда сегодня и регулятор, и субъекты туристического рынка, что называется, в этом отношении въездного внутреннего туризма дуют в одну дудку. И получается. Поэтому наша особенность в том, что у нас есть возможность, используя вот эту централизацию управленческого аппарата, используя наших регуляторов, защитить прежде всего свой рынок. Когда я говорю о развитии китайского рынка, сегодня наши соседи, уже Россия прежде всего, очень сильно пострадали. Потому что заходят китайцы, заходят физлицы, заходят компании, они забирают этот бизнес под себя, они выбивают местные компании, они активно развивают способы работы, не приносящие серьезных налоговых выплат в казну государства. Сегодня у нас в Беларуси есть шанс этого избежать. Сегодня общественные организации, у нас основных 2. Республиканский союз туриндустрии, Республиканский союз туристических организаций, РСТИ и РСТО. Тесно работают с Минспорта,
Сейчас практически уже завершилась выработка новой редакции закона о туризме. Он планировался принятие осенью, но в связи с тем, что перенесены выборы в парламент, скорее всего, это будет рассматриваться уже весной. Будет принят закон, вот этот первый закон, который действительно обсуждался коллегиально. И в этом наше преимущество перед нашими соседями, перед той же Россией, перед той же Украиной. Вот в этом вопросе это наше преимущество. И мы на это очень надеемся, что мы, защищая интересы государства, мы защитим в том числе свои частные интересы своего бизнеса. Здесь совпадают. Это тот случай, который не всегда это бывает, но это тот случай, где они совпадают. И это наша особенность. И сегодня, да, я работаю представляю единственного государственного туроператора. Но Центробург — это коммерческая фирма, не бюджетная. И сегодня те достижения, значимые на внешних рынках, они не были бы возможны без помощи наших консульских и дипучреждений за рубежом. Поэтому не везде есть такая возможность, не во всех странах есть такая возможность работать в унисон с дипучреждениями. Наконец, последний вопрос. Лично для вас, что такое быть белорусом? Вот я думал над этим вопросом. Это непростой, то есть не может быть, если искренне, то это простого ответа быть не может. Потому что, я как же человек зрелого возраста, могу говорить о том, что Беларусь проходит нелегкий путь обретения национального самосознания. И не быстрый. С другой стороны, белорусы молодая нация. Я могу это, не будучи ученым-исследователем этих вопросов, но будучи практиком туризма и работая с Китаем, когда у китайцев берешься за голову от непонимания их действий и не можешь найти какой-то логики во взаимоотношениях, в их поступках, меня успокаивает то, что я думаю, это нация с 3000-летней историей, более чем 3000-летней историей, которая очень имеет твердую национальную идентичность, неразмытую, пытались размыть. Процесс колонизации, очень сложный 19 век, первая половина 20-го. Так? Страна подвергалась агрессиям различным, так? Попадала под влияние иностранных империй, иностранных государств, экономическая зависимость попадала. Тем не менее, сейчас вторая экономика мира. Белорусы, поэтому как мы можем друг друга понимать, когда официальная белорусская нация сформировалась на рубеже 19-20 века. Мы очень молодая нация. И история 20 века не сильно способствовала формированию нашего национального самосознания. Те качели, которые очень сильно раскачивали, и Беларусь в том числе, не позволяли стабилизироваться. А практически как это выглядит, на примере конкретного человека, меня, допустим, мне вспомнилось, в 1987 году, совсем еще молодым человеком, меня принимали в КПСС, Коммунистическую партию Советского Союза. Прием осуществлялся в таком коллегиальном органе, бюро райкома, где там собирались более старшие товарищи, задавали разные вопросы и оценивали, достоин ты быть коммунистом или нет. Я на всю жизнь запомнился очень этот случай. Сейчас, когда вы задаете вопрос, я вспомнил об этом. Меня в 1987 году, там была анкета, нужно было заполнить. В анкете был вопрос, естественно, графа национальность, я пишу белорус, по паспорту белорус, и родной язык, я пишу русский. Потому что я по-белорусски не разговаривал. Более того, как сын военного, я не изучал в школе белорусский язык. Хотя у меня отец офицер, а мать учительница белорусского языка и литературы. Но я имел право, поскольку военные часто переезжали, в Советском Союзе было такое право для детей военных, поскольку меняли место жительства, родной язык не изучать в школе. Я там написал в анкете русский. И меня один возьми да спроси, а почему белорус, вы пишете в анкете, что у вас родной язык русский? И я помню, что я не нашелся, что ему ответить. Он в этот момент замолчал, на него зашикали, что ты тут парню задаешь провокационные вопросы, что ты, давай там, это не главное, так? Вот я помню хорошо, что я не знал, что ответить. Так вот, сейчас прошло уже много лет, да. Сейчас бы, конечно, я, во-первых, был в анкете, если бы мне попалась такая анкета, я бы родной язык написал белорусский, хотя я постоянно каждый день его не использую. И это главная беда многих белорусов, что мы не используем его каждый день. Но я бы не написал. Спустя, этот процесс идет, он долгий и мучительный. Мы сейчас не будем анализировать, что ему помешало быстрее идти, что подтолкнуло. Но это процесс, и для каждого человека он непростой. Поэтому сейчас бы я так первое не написал. Я бы написал, что мой родной язык белорусский. О том, что мы каждый день его не используем, это не только мы, это наш общий недостаток. Но мой сын любит белорусский язык гораздо больше, чем я, например. Хотя я специально для этого, специально, чтобы я ему внушал, да, это результат воспитания, наверное, но не специально, чтобы я его заставлял там заниматься, этого не было. И еще один момент, внутреннее твое самоощущение.
Это очень важно. Вот мое сегодня внутреннее самоощущение мне говорит, что 22 ноября я должен быть в Вильнюсе на захоронение останков Пастуся Калиновского. И я туда поеду. А 10 лет назад я не знаю, как бы я ответил на это. Я туда поеду, потому что я белорус. Потому что сегодня Калиновский для нас, для белорусов, это, ну, в том числе благодаря Короткевичу, конечно, это тот герой, который краеугольный камень нашего национального пантеона, который мы должны сейчас вот на наших глазах построить, наших героев национальных. А сегодня мы не обретем этой идентичности, если мы не построим своего национального. У нас есть литераторы, поэты, а героев вот именно национальных как-то маловато. Но вот Калиновский – это именно та фигура, с которая вот этот столб. И сегодня белорусы, вот я понимаю, что я хочу, не просто надо, я хочу там быть. Вот это важно. Идентичность.